В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Со всей этой пандемией, когда активная жизнь перешла в онлайн, многие скучают по живым концертам, по настоящим эмоциям. Представляете, каково артистам, когда работа стала гораздо меньше, но все равно записываются новые песни и выходят новые клипы. И недавно появился клип на песню «Я буду тебя ждать» в исполнении очаровательной Искуи Абалян. А это отличный повод для того, чтобы пригласить певицу в нашу студию и поделиться секретами оптимизма и позитива. Искуи Абалян – белорусская певица армянского происхождения. Свою музыкальную карьеру начала в 1996 году, победив в национальном конкурсе «Зорная Ростань». В 2000-м представила свою первую концертную программу. Выпустила 3 альбома. 2 года назад стала заслуженной артисткой Республики Беларусь. Доброе утро. Привет. Мы очень рады, что ты к нам заехала в гости. Аж как я рада. Да, это уж конечно. Нет слов просто, ребята. Искуи, слушай, вышел клип «Я буду тебя ждать». Название, предполагающее, что это о чем-то, о любви, или это может быть про электричку, например, или про трамвай. Каждый человек, который будет смотреть этот клип, слушать эту песню, может представить нечто свое. Для меня эта песня оказалась таким символом возвращения в прежнюю, а может быть и в будущую лучшую жизнь, без коронавируса, но с моим любимым зрителем, с моей профессией, с возможностью встречаться беспрепятственно. Если ты заметил, это был пустой зал, пустая сцена, но огромное желание отдавать энергию и хоть что-то получать не онлайн, а живьем оттуда. Стандартный формат такой, к которому очень быстро начали прибегать артисты, это онлайн-выступления, онлайн-концерты, тем более, что сейчас благодаря, технике, наличию телефона с интернетом дома, это сделать совсем несложно. Ты онлайн-концерты уже проводила какие-нибудь? Я принимала участие в таких концертах, и хочу сказать, что для себя обратила внимание, что есть как плюсы, так и минусы. Что я считаю плюсом? Присоединяется зритель, который, возможно, не любит ходить в залы. И, возможно, это какой-то новый круг, так сказать, интересов. Минусы — то, что артист все равно остается в минусе. Что я имею в виду? Люди, которые смотрят... Да, энергетически он не... получаешь отдачи. Понимаешь, ты не чувствуешь. Хотя мы же артисты, мы же прекрасно понимаем, что, работая на камеру, мы осознаем, что все равно по ту сторону экрана есть люди, которые эту информацию получают. И мы, уже находясь перед камерой, соответственно, должны подсобраться энергетически и даже излагая какую-то мысль, мы должны четко понимать, с каким посылом мы это делаем, чтобы люди правильно получили такую информацию, энергетическую даже. Поэтому вот здесь есть такие нюансы. Мне кажется, что все-таки артисты в этом смысле немножко обделены. Вот это живое общение, знаешь, даже момент такой, когда ты начинаешь какую-то песню, которую, возможно, зрители уже полюбили. И вот эти аплодисменты робкие, когда ты только начинаешь, они узнают, тебя это обращает в какое-то такое определенное состояние. После песни ты где-то в процессе общаешься, ты разговариваешь, какие-то шутки, что-то ты получаешь. Ведь это такой неотъемлемый психологический момент, конечно, для любого человека, который сидит в зале, который на сцене. Это очень важно. Вот это и есть та живость, которой очень не хватает. Нет никакой души в этих онлайн-концертах, Все понятно с ними, не устраиваем. Но я хочу сказать, что на самом деле настоящий артист, он должен иметь эту энергетику, помноженную на 10, для того, чтобы с экрана все равно воздействовать на своего зрителя. До зрителя. Да, однозначно. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях певица Искуи Абалян. Искуи, скажи, понятно, что концертов мало, онлайн-концерты так себе затея. Чем себя занять творческому человеку? На самом деле есть много материала, который нужно приводить в порядок. Много песен лежит, которые нужно делать. Есть песни, которые нужно визуализировать. В принципе, работы такой достаточно. Просто раньше были какие-то сроки, к которым нужно было что-то делать. А сейчас это можно делать в свободном творческом настроении. Не расхолаживает эта история? Расхолаживает, конечно. Ты же знаешь, как у студентов. Ты скажи, когда студенту, когда экзамен, он выучит и китайский. Ну, примерно да. Но, например, даже этот клип, на самом деле, эта песня появилась еще летом.
И работу мы начали над ним летом. Но поскольку тут вот был, так сказать, еще месяца не прошло юбилей, но уже решили по традиции к юбилею там сделать, вот выпустить эту песню вместе с клипом. Конечно, когда есть даты, это очень хорошо синхронизирует всю твою тонусе работу. держит. Да, держит в тонусе, есть план и так далее. Но, ты знаешь, самое главное, мне кажется, как-то самому организовывать свое время, потому что чем больше ты его забиваешь, пускай даже домашними делами, там, детьми, и творчеством каким-то, тем, наверное, проще переживать вот эти вот сложные времена. Поэтому будем создавать какую-то такую историю. Насчет дня рождения. Как получилось его отпраздновать в такое непростое время? Все закрыто. Весело, не весело? С семьей, у нас не было семьей? очень хорошо. У нас было очень хорошо и весело, но мы подошли к этому очень серьезно. У нас был масочный режим. Дистанция. Насколько это возможно, да. У нас гости сидели каждая, так сказать, каждая пришедшая пара за отдельным столиком. У нас стояло 3 рециркуляторные лампы, которые, обеззараживали этот воздух. Потом у нас не было так огромного количества людей. У нас половина гостей уже были с антителами, то есть мы молодцы. Они в качестве подарка принесли на день рождения. Даю тебе свои антитела. Пожалуйста. Нет, правда, у нас за каждым столиком стояли антисептики, специально купленные для этого мероприятия. То есть Вместо алкоголя. Просто они... наряду так с дешевле, алкоголем. да, как бы добавляли. Да. Но я хочу сказать, что не собиралась отмечать, но как-то в последний момент, так захотелось какую-то Праздник. долю позитива. Я так соскучилась по своим друзьям, но мы так долго не виделись, мы так долго не обсуждали. И я хочу сказать, мы не ошиблись, потому что я получила, во-первых, столько теплых ощущений, слов. Мы вспоминали всякие курьезные ситуации в нашей работе. Это прекрасно. Приколы все. Мы наговорили друг другу столько вообще приятного. У нас все прошло хорошо. У нас никто не заболел. У нас там какое-то время, там около недели, были постоянные созвоны, я интересовалась, все ли живы-здоровы, не было ли ни у кого температуры. Все говорили мне: господи, да успокойся ты уже, все здоровым, и все прошло хорошо. В общем, все прошло хорошо, правда. Мы пели песни, мы радовались. Это был какой-то даже общий праздник для всех. Пели песни и мазали руки антисептиком. Праздник прошел. Почему? Мы еще ели очень вкусно. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня к нам в гости пришла певица Искуи Абалян. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв в общении и поиграем в одну прекрасную игру, которая называется «Словесный баттл». Я говорю вам слово, а вы мне должны сказать песню, в которой встречается это слово. А лучше напеть. Все мы люди вокальные, молодцы, слух имеем. И тот, кто не называет и начинает слегка загружаться, тот проигрывает. Соревнуетесь только вы. Хорошо. Я не участвую в таких играх. Ой, короче, сдаюсь. Все, переходим к общению обратно. Давайте. Гоним? Погнали? Да? Да. Первое слово. Осень. Осень, та-да, там корабли. ДДТ, да? Ну да, есть такая песня. Отлично. Супер. Что Последнюю такое осень ни строчки, ни слова, тоже ДДТ. Это другая песня. Искуи. Есть у группы «Лицей» песня «Осень» тоже. Осень, Правильно. осенью, давай у листьев Да. спросим. Дальше. 3, Сейчас. 2. 2 на ниточке. Подожди, по какой ниточке? Ты мне когда говоришь, я все сбиваюсь. Давай, и все, я как бы... Все, я сейчас Всё. сходу не могу Хорошо, вспомнить. в первом раунде выиграла Искуи. Мгм. Неожиданно. Второе слово. Любовь. Это просто любовь. Это моя песня. Можно Ну, вот свою О, это песню? классно. Любовь, похожая на сон. Отлично, давайте дальше. Я еще знаю такую певицу Любовь Успенская. Классно. Можно и на этом остановиться, мне кажется. Но нам нужна песня. Сейчас скажу. Слушайте, на самом деле столько песен Конечно. со словом «любовь». 1, 2. Потому что... Кто? Что сделала? Что? Первая причина. Я вообще вас не понимаю. Это ты, а другая, потому что что там? Все твои мечты. Про смерть потому что песня. Первая причина — это ты, Николаев?
Нет, Николаев жив, с ним все в порядке. Понятно, А что там в конце пятая причина? Не умирай, любовь, кстати. Куда есть. ты- Вот, не умирай, любовь Антонов. Хорошо, Да. тогда я говорю, Отлично. потому что умерла любовь. И в итоге Первая кто у причина- нас побеждает? Никто не побеждает, мы еще Ну, продолжаем. я смотрю, кто как бы обгоняет кого. Никто никого не Дальше обгоняет. ты, Теперь опять Георгий. твоя очередь. Почему? Это же была ее очередь. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Моя любовь живет на 5-м этаже. Почти где жила. Я уже запуталась. Да, Тут сейчас было я 3, говорю. да? Сейчас тут я 2. говорю. А у Земфиры есть что-то Нет, ничего нету. про любовь? У Пугачевой есть. Конечно. Ну, у нее же много есть. Здесь, конечно, просто много вещей, она как бы, она знает, как бы, поэтому она выиграла, наверное. Она говорит, много Итак, песен. Ну, я хочу, начала чтобы у нас с ускорять. Жорой был одинаковый счет. 3, 1-1. 2, 2. 1. По 1. ускоренной программе. Жора? Это любовь, та, что делает тебя богаче, та, Да. что Пугачева. Если Да. там, там не Всё, хватает. супер. Я же говорю, Итак, у нас караоке. Пока. ничья. 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 Хорошо. Следующее слово «я». Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда... Отлично. Я- 1, Искала тебя ночами темными. 2, 1. По очереди. Дальше. Я Скуй. буду тебя ждать. Я буду руки твои целовать. Басков. Зачем я? Когда Откуда я это буду, знаю? Все, буду, зачем мне это буду, все? Буду с тобой, буду думать об Мне кажется, этот этом. раунд И тогда песня я про мы бы Буду. выиграли все, Я Георгий. песню Там про нету «Я про буду». Буду вообще. Там я там нету. И А, я буду. тогда я Да. буду. Это Знаете Афанасьева что? песня, да, конечно. Неуважительное отношение к репертуару Это белорусских Инна артистов. Афанасьева, конечно, я знаю. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Молодец. Отражение потерять свое. Я Слух щас, есть. Валерьянку несите скорее. Так, Искуй. слушайте, у меня на самом деле у самой столько песен с этим «я». Ну, что же вы, свои песни не знаете, друзья. Я буду долго гнать велосипед. Это не моя песня. Да. Я бы удивилась, если бы это была Я ваша верю, ты на свете есть, ты еще не знаешь, как тебя я жду, не напрасно Жора, для Ты так тебя. долго живешь. Не надо завидовать человеку. Да куда же не завидовать? Ты Ну, такой- эту песню такая Басков пел, память. просто это был первый альбом, который он выпускал. Мне эта песня Искуи. просто очень нравилась, но это Давайте, не его песня. Давай дальше. ребят. Я буду помнить. Мгм, Та-да-да-да-да-да-да. Я вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша. Мне Хорошо, кажется, это мне бесконечно, кажется, это ничья в этом здесь, раунде, ничья. в раунде реально ничья. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и мы продолжаем общаться с певицей Искуи Абалян. Искуил, у тебя на концертах и в клипах всегда такой очень женственный образ, разнообразные костюмы, и как бы и балет это тоже касается. Ты часто к услугам стилистов прибегаешь, или ты сама все придумаешь? Как это вообще происходит? Ну, по-разному бывает. Бывает по-разному, потому что есть клипы, где я вообще без одежды. Дешево и сердито. Однозначно. Это так удешевляет процесс. Но когда при этом, конечно, приходится разрисовывать тело, это занимает очень много времени. Я помню, у нас, когда мы снимали «Перманент», 9 часов меня разукрашивали. Это было прекрасно, потому что и я сидела, красила, и меня красили и сзади, и на спине, и на руках. Но это как одна из деталей. Но вообще, на самом деле, в основном я обращаюсь к стилистам, когда мы работаем на фотосессии. Были ли какие-то неудачные концертные буки? Ну, Или, может быть, так. удачные были. Зина, всегда бывает, я, например, смотрю то, что было там в позапрошлом году, мне уже хочется, вот я уже думаю, ой, боже, как давно это было, и мне казалось, что это новые ступени. Это обычная история, всегда Мне кажется, хочется... все через это проходят. Да, хочется всегда что-то переделать, хочется всегда что-то перешить, а потом, когда спустя 10 лет ты смотришь на себя, думаешь, боже, какая молодая, какая красивая, какая разница, в чем одета. Время уходит, понимаешь, и Ну уходит да. с этим временем что-то совсем такое неуловимое. Но мне кажется, что у каждого времени есть свои Плюсы. прелести и Да. какие-то плюсы, очаровательности и привлекательности. Поэтому тут такое дело, знаешь, меня кто-то научил. Я, на самом деле, во мне есть такая противная доля перфекционизма. Я могу долго сидеть на чем-то и вот добиваться какого-то там чуть ли не совершенства. На самом деле нужно идти уверенными шагами. Ну, не могу сказать, что прям бездумно. Конечно, нужно взвешивать, когда ты создаешь свой образ на сцене, потому что там очень много составляющих факторов. Во-первых, тебе должно быть удобно, комфортно. Ну да. При этом ты стилистически должен быть выдержан так, чтобы это действительно подчеркивало твою индивидуальность, а не топило тебя. И это должно быть так, чтобы все равно был в приоритете ты, твое лицо,
твои глаза, твоя внешность, а одежда вторична. Чтобы вот это добавляло это и, самое наоборот, сложное, да, поддерживало, чтобы подчеркнуть твою индивидуальность и не забила тебя одежда. Вот это самое важное. И поэтому, когда ты вот это все создаешь, очень много возникает таких подводных течений, но, как показывает опыт, лучше сделать больше, совершить больше ошибок, но двигаться вперед, Да. чем с точки зрения перфекционизма сидеть на одном месте, добиваться, точить. Это ж, ну, мы же не Микеланджело, да, которые там 20-летиями точили одну фигуру. В общем, даешь Для стране... рода Медичи там в усыпальницу. Даешь стране угля, хоть мелкого, но много. Вот, Нет, как-то ну так. я не говорю про работу, которая некачественная. Я говорю о других вещах. Это уже, знаешь, такой О уровень... подходе сейчас идет речь. Да, о подходе. Огромное тебе спасибо за то, что нашла время прийти к нам в гости. Мы с удовольствием будем крутить твой клип на нашем канале. Мне Всё кажется, что вам нужно расширить рамки своей программы, потому что из-за пандемии мы видимся так редко, и нам не хватает этого времени. Я не успеваю раскрыться даже. Ну тогда полежи на диванчике пока. Пледик у вас найдется? Да, мы тебя прикроем чем-нибудь, какой-нибудь ветошью, а потом как бы снова... Кофеечек тоже мне, пожалуйста. Я без Хорошо. молока и без Всё сахара. будет. Спасибо большое, ребят, за приглашение. Я была Спасибо очень тебе. рада вас видеть. У нас сегодня в гостях была певица Искуи Абалян.